На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Из рук послов Российской Федерации и Республики Южная Осетия президенту Бадри Гунба вручены верительные грамоты. Опровергая любые домыслы об антироссийских настроениях, состоялась встреча участников консультативного совета при главе государства с новым послом Российской Федерации Вячеславом Гладковым. Утверждено 397 бюджетных мест. В Абхазском государственном университете стартовали вступительные экзамены. Президенту Бадри Гунба вручены верительные грамоты. В ходе торжественной церемонии чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков и посол Южной Осетии в Абхазии Астамур Кация передали главе государства верительные грамоты. Слово Анастасии Никоновой. В администрации президента Абхазии прошла церемония вручения верительных грамот. Первым официальный документ, подтверждающий полномочия дипломатического представителя Бадри Гунба, вручил чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков. Наши отношения основаны на общей истории, взаимной поддержке, стремлении обеспечить безопасность, устойчивое развитие и благополучие наших народов, отметил в своей речи президент Бадри Гунба. Хатырску Вячеслав Владимирович, и шидыснагалой абснагандкара Чурастолты Федерация Ацхарашпы и Запанцепара Нагдзара Шахалагаз. Харахзын Акацнакой, Авиза Рахзыз Вахандкара Хатарнакс Дахашту Апыша Дузмо Аважла Усую. Уважаемый Вячеслав Владимирович, поздравляю вас со вступлением в должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия. Нас искренне радует, что дипломатическое представительство Российской Федерации в Республике Абхазия возглавил опытный государственный деятель. Уверен, что ваши знания, богатый опыт и глубокое понимание современных международных процессов будут способствовать дальнейшему укреплению абхазо-российских отношений. Абхазию и Россию связывают прочные узы дружбы, союзничества и взаимного доверия. Наши отношения основаны на общей истории, уважении, взаимной поддержке и стремлении совместно обеспечить безопасность, устойчивое развитие и благополучие наших народов. Российская Федерация оказывает Республике Абхазия всестороннюю поддержку в укреплении государственного суверенитета, обеспечении безопасности и социально-экономического развития. Мы высоко ценим поддержку, которая способствует устойчивому развитию страны и повышению благосостояния граждан Абхазии. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за неизменное внимание к Республике Абхазия, последовательную поддержку Абхазии и личный вклад в укрепление абхазо-российских союзнических отношений. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков был назначен 26 июня. Он сменил в должности Михаила Шургалина. В своей речи посол отметил, что курс России в части обеспечения стабильности, обороноспособности Абхазии, ее социально-экономического и культурного развития остается неизменным. Ваше превосходительство, уважаемый Бадр Зурабович, господин президент Республики Абхазия, приветствую вас и имею честь вручить вам верительные грамоты, которые подписаны президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и утверждающим меня в качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия. Также вручить отзывные грамоты на моего предшественника. В этот торжественный момент я хочу, исходя из тех полномочий, которые возложены на меня, хочу заверить вас в неизменности
курса Российской Федерации в части обеспечения стабильности обороноспособности Республики Абхазия и ее социально-экономического и культурного развития. В этом году исполняется 18 лет со дня признания независимости Российской Федерации Республики Абхазия. За этот небольшой исторический период двумя странами удалось сформировать обширную правовую базу, которая позволяет сформировать контур обороны и безопасности, обеспечить устойчивость социально-гуманитарного и экономического сотрудничества наших народов. Учитывая успешную реализацию совместных проектов, которые сейчас реализуются в Республике Абхазия, этот пример является успешным посылом для наших народов в части того, что сохраняется историческая память наших народов, создаются новые и бережно сохраняются духовно-нравственные ценности. И все это делается для того, чтобы воспитание подрастающего поколения наших стран сохранялась историческая правда и традиционные ценности для наших независимых государств. Ваше превосходительство, уважаемый Бадр Зурабович, хочу заверить вас в том, что приложу все имеющиеся у меня силы для того, чтобы развивать дружеские и взаимовыгодное сотрудничество между нашими независимыми государствами. Верительную грамоту президенту Бадри Гунба вручил чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Астамур Каце. Он был назначен на дипломатическую должность в марте 2026 года. В своей речи президент Бадри Гунба отметил, что Абхазию и Южную Осетию связывают исторические братские отношения, основанные на общей судьбе, взаимном уважении и многолетней поддержке. Хархартов убриаторых якшо аусейцора анагдзара алшара хазыги эйцхалшироп избановзар харихамо аторых айпархара абызша айпархара апепшис хоцра ариастара и ходоровусу ахоцвобстола аважлари абстакара аусачки. Ишзейгашойт хариусапна акчара духа Астамур Каце отметил, что сегодня народы Абхазии и Южной Осетии ориентируются не только на общие ценности, но и на стратегические отношения. В своей деятельности на посту посла я буду стремиться к дальнейшему развитию и углублению межгосударственных отношений, координации усилий во внешней политике и укреплению союзнических отношений с Российской Федерацией во благо наших стран. Благодарю за теплый прием и выражаю уверенность в успешном сотрудничестве. На этом торжественная церемония вручения верительных грамот послами России и Южной Осетии главе государства была завершена. Анастасия Никонова, Абаза ТВ. По инициативе президента Бадри Гунба состоялась встреча участников консультативного совета при главе государства с новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Вячеславом Гладковым. Во встрече участвовали вице-президент Беслан Беглова, председатель политической партии Амцахара Алексей Цугба, председатель политической партии Форум народного единства Абхазии Аслан Барцец, председатель партии «Единая Абхазия» Алхаз Парзания, заместитель председателя партии Айтейра Юлиан Бобо, председатель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Аруа Тимур Гулия, председатель общественной организации «Народная сила» Тимур Надарая. Представляя лидеров политических организаций новому послу, президент Абхазии отметил, что народ республики в самые сложные периоды своей истории всегда сохранял единство. Бадри Гунба подчеркнул, что несмотря на разные подходы к отдельным вопросам, все общественно-политические силы Абхазии едины в отстаивании государственной независимости, сохранении культуры и национальных ценностей.
Президент особо подчеркнул, что все ведущие политические силы Абхазии солидарны в отношении к Российской Федерации. Они твердо выступают за развитие всесторонних связей и стратегического партнерства. Участники встречи обменялись мнениями по широкому кругу вопросов в конструктивной и дружественной атмосфере. Член консультативного совета Тимур Гулия в беседе с корреспондентом Апснепресс дал высокую оценку прошедшей встрече, подчеркнув ее консолидирующую роль для республики. По мнению члена совета, проведение встречи на таком высоком уровне полностью опровергает любые домыслы об антироссийских настроениях в Абхазии. Как сообщил Тимур Гулия, в присутствии посла России глава государства заявил о планах по укреплению внутреннего диалога. По словам Гулия, участники встречи с российским дипломатом были приятно впечатлены жизненным и профессиональным опытом Вячеслава Гладкова. Вячеслав Владимирович – человек, который не понаслышке знает, что такое война. Последние годы, пока идет СВО, он находился под ежедневными бомбежками. Пропустил все это через себя, и его семья оставалась вместе с ним. Мы чувствуем, что посол прочувствовал нашу ментальность, внутреннюю природу наших граждан. И мы абсолютно уверены, что в наших отношениях все будет нормально, заключил Тимур Гулия. Председатель общественной организации «Народная сила», член консультативного совета при президенте Тимур Надарая назвал встречу с новым послом России в Абхазии Вячеславом Гладковым нужной и интересной. По его словам, данный формат наглядно демонстрирует общую позицию ключевых сил республики по главному внешнеполитическому вектору. Такой шаг говорит о том, что будь мы оппозиция или власть, в отношении нашей внешней политики мы едины. Это было подчеркнуто на встрече. Все шероховатости, которые у нас есть, мы намерены убрать и будущие выборы провести настолько прозрачно и справедливо, насколько это возможно, заключил Тимур Надарая. Руководитель политической партии «Единая Абхазия» Алхаз Барзания дал высокую оценку встрече членов консультативного совета при президенте с послом России Вячеславом Гладковым. Мы показываем, что в вопросах внешней политики у нас нет разногласий и твердо подтверждаем свой единовекторный курс. Что касается перспектив развития российско-абхазских отношений, то новый посол России в Абхазии, несомненно, понимает, что находится на территории дружественного государства в кругу друзей и единомышленников. Мы видим дальнейшее развитие наших отношений в духе договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного в 2014 году, и уверены в закономерном укреплении этого союзнического взаимодействия, отметил Барзания. Экс-министр иностранных дел Сергей Шамба считает очень полезными и своевременными встречи, подобные той, которая состоялась по инициативе президента Бадры Гунба. Такие встречи позволяют без митинговых страстей спокойно, в конструктивном русле обсуждать самые разные проблемы, волнующие граждан Абхазии, снимать недопонимание, если таковое имеет место. Я уверен, что встречи представителей различных политических сил и гражданских организаций с главой диппредставительства России в Абхазии будут только способствовать лучшему взаимопониманию и укреплению российско-абхазских связей, отметил Шамба. Посольство России в Абхазии поздравило с 90-летием жительницу блокадного Ленинграда, ветерана Великой Отечественной войны Нону Молаглы. От имени президента Российской Федерации Владимира Путина юбиляру был вручен поздравительный адрес. Вы прошли через тяготы и суровые испытания Великой Отечественной войны и выстояли в блокадном Ленинграде. В этот день хотел бы сердечно пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и неустанной заботы близких. Пусть в вашем доме всегда царят уют и гармония, говорится в поздравлении. Нона Витальевна Молаглы пережила блокаду Ленинграда. В годы Великой Отечественной ей было 5 лет. По ее словам, пережитые в детстве голод, холод и ужасы блокады навсегда остались в памяти. Новости Народного собрания. В парламентском комитете обсудили изменения в Гражданский кодекс и УПК. Законопроект о внесении дополнений в Гражданский процессуальный кодекс направлен на совершенствование гражданского судопроизводства. Проект закона о внесении изменений в статью 281 УПК связан с действующим в УПК положением оглашать показания потерпевшего или свидетеля в случае их отсутствия, если установить их местонахождение не представилось возможным, либо если они постоянное или длительное время проживают за рубежом. По итогам работы члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту на предстоящем заседании сессии принять данные законопроекты в первом чтении, а конкретные положения доработать ко второму чтению.
Парламентский комитет по государственно-правовой политике рекомендовал включить в повестку дня очередного заседания сессии для принятия в первом чтении проект закона об едином государственном портале правовых актов Республики Абхазия. Законопроект разработан в целях создания современной государственной системы официального опубликования, учета, хранения и предоставления доступа к нормативным правовым актам в электронной форме. Рабочая встреча делегации парламента Абхазии с депутатом Госдумы, первым заместителем председателя Комитета по экономической политике Денисом Кравченко состоялась на полях Российской креативной недели. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере креативной экономики. Особое внимание было уделено вопросам законодательного обеспечения отрасли. Денис Кравченко подчеркнул стратегическую важность принятия в Абхазии закона о развитии креативных индустрий. Стороны отметили, что при принятии закона о развитии креативных индустрий необходимо уделить особое внимание тем направлениям отрасли, которые наиболее актуальны и востребованы для республики. В составе абхазской делегации, возглавляемой депутатом парламента Эриком Рштуни, депутат Левон Галустян и юрист законопроектного отдела аппарата парламента республики Адица Цикутания. Сегодня в социальной сети Facebook на странице внучки народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия, Татьяны Гулия, появилось тревожное сообщение о том, что, далее цитирую, в Гулрыбском районе в поселке Агудзера полностью уничтожили остатки дома, где жил и скончался народный поэт Абхазии Дмитрий Гулия. Вандалы, которым, видимо, приглянулся участок на берегу моря, полностью срезали остатки стен, террасу и фундамент дома. Конец цитаты. В связи с этой информацией о ситуации вокруг дома народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия наша редакция за разъяснением обратилась в пресс-службу администрации Гулрыбского района, где нам сообщили следующее. Цитирую. Администрация Гулрыбского района в связи с ситуацией вокруг дома народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия информирует. Учитывая важность и общественный резонанс, хотим сообщить, что угрозы захвата посторонними людьми этого святого для всех нас места не существует. Сегодня в администрации ее глава Саид Харазия провел ряд совещаний с участием руководителей всех необходимых подразделений райадминистрации и правоохранительных органов. К сожалению, из-за неправомерных действий пострадали остатки непосредственно дома, разрушенного во время Отечественной войны народа Абхазии грузинскими захватчиками. Администрация Гулрыбского района еще раз подтверждает свое твердое намерение бороться с самозахватом любых объектов и самостроем на территории района. Конец цитаты. Аэропорт Сухум принял первый в этом сезоне рейс из северной столицы России. Авиакомпания Норвинд возобновила выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Сухум-Санкт-Петербург. Рейсы выполняются с частотой 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Такое расписание обеспечивает удобную логистику как для туристических, так и для деловых поездок, позволяя пассажирам гибко планировать свое время. Возобновление полетов в Санкт-Петербург – важное событие для летней навигации. Данное направление – одно из самых ожидаемых нашими пассажирами в этом сезоне. Мы рады, что авиакомпания Норвинд обеспечивает эту связь, делая путешествие между Абхазией и северной столицей России максимально комфортным и удобным, отметил генеральный директор международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзенба Руслан Блиндюк. Билеты доступны для приобретения на официальном сайте авиакомпании Норвинд. Челябинск пополнил маршрутную сеть аэропорта Сухум. Международный аэропорт принял первый регулярный рейс из Челябинска, выполненный авиакомпанией Норвинд. На перроне его традиционно приветствовали водной аркой. Запуск данного направления расширяет географию полетной программы Сухумской авиагавани и обеспечивает прямое авиасообщение с одним из крупнейших промышленных и деловых центров Уральского федерального округа. Каждое новое направление – это показатель растущего доверия российских авиаперевозчиков к инфраструктуре и безопасности нашего аэропорта. Челябинск является крупным промышленным и деловым центром, и мы рады открыть с ним прямое воздушное сообщение. Это еще одно подтверждение того, что Абхазия открыта и готова принимать гостей из самых разных уголков России, отметил гендиректор международного аэропорта Руслан Блиндюк. Регулярные рейсы по маршруту Сухум-Челябинск, Сухум выполняются по расписанию. Сухум-Челябинск – четверг, воскресенье. Вылет в 22:30, прибытие в 03:50 следующего дня. Челябинск-Сухум – понедельник, пятница. Вылет в 5:10,
Прибытие в 6:45. Время местное для каждого аэропорта. Билеты доступны на сайте авиакомпании-перевозчика. В Абхазии инспектируют рыбоводческие хозяйства. Комиссия оценивает претендентов на господдержку. Вице-премьер Вараздат Минасян и глава Минсельхоза Беслан Перцхелия совершили рабочую поездку по Гудаутскому и Гагарскому районам с целью лично оценить состояние рыбоводческих ферм, которые претендуют на участие в госпрограмме. Прием заявок завершился в начале июля, поэтому профильное ведомство приступило к этапу детального аудита. Комиссия, созданная по указу президента, проверяет все на местах, от состояния земельных участков до готовности производственных мощностей. В Гудаутском районе представители власти посетили хозяйства в селах Звандрипш, Джирхуа и Калдахвара. Представленные ими проекты не соответствуют требованиям участия в госпрограмме. В Гагарском районе внимание было уделено уже работающим предприятиям, форелевым хозяйствам Абраскил и Христофор в поселках Герчерыпш и Цандрыпш, которые рассчитывают на государственные субсидии для расширения бизнеса и увеличения имеющихся мощностей. По результатам инспекции будут сформированы итоговые заключения. Окончательное решение о том, кто получит финансирование, примет конкурсная комиссия. В рамках программы «Абхазский язык и культура» Государственный комитет по репатриации проводит в республике серию языковых мастер-классов. Тему продолжит моя коллега Фаина Мату. Артамшқәа рзаҳтәылаҿы имҩаԥысуеит Нхыҵ-Кавкази Ҭырқәтәылантәи Аԥсныҟа иааз аҩбатәи агәыԥ аԥсшьаратә лагер ахьышьҭрахь апрограмма аусура. Иахьа ахьышьҭрахь алахәылацәа ирзаԥҵан аҟаза иклассқәа захьӡу аԥсуа бызшәа арҵаратә программа. Уи мҩаԥысит Аԥсадгьыл ахь ахынҳәразы аҳәынҭқарратә еилагы ахыбраҿы. Ахәыҷқәа нас абри аԥхынтәи аԥсшьаратә мшқәа алагер ҳазаҳәо апрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны иахьатәи амш иазкын абри методикатә курсқәа. Алҵшәа абзиа аиуоуп ҳәа агәра ганы ҳаҟоуп. Избан акәзар ԥхьантәи иааиуаз агәыԥқәа рхалархәра аамышьҭахь иадырԥшит аинтерес. Ахатәы бызшәа иара усгьы рыхәҷра ахижьҭеи ираҳауеит. Тәымдгьыл аҟны иахыҟоу, иахиз, ахрызҳауа, аха абызшәа уаналамцәажәо, абызшәа ухы ианумырхәо, иуадаҩуп иара бызшәа лацәажәара. Ҳара абарҭ апроектқәа рыла гәыблра рылаҳҵарц ҳҭахуп. Алҵшәа аиуоуп. Ианеидыҵо абри иахьа имҩаԥысо аус мҩаԥгатә анеилгалак аамышьҭахь адәахьы дара ԥсышәала ицәажәо иалагоит. Абаршьҭа ҩышықәса ҵуеит абызшәа арҵаразы иаԥҵо ахеилак аӡыхьи Аԥсадгьыл ахынҳәразы ахеилаги алагер алахәылацәа аԥсуа бызшәа агәыблра дыркразы аҟаза икласс захьӡу апроект мҩаԥысуеижьҭеи. Ахәыҷқәа дара иргәаԥханы ирыдыркылоит. Уи аԥсуа бызшәа амш ҳара имҩаԥаҳкуеит иуеиԥшым абызшәатә мастер-классқәа ҳхы иаҳархәаны, насгьы еиҳарак архәмарратә формала имҩаԥаҳкуеит. Ахәыҷқәагьы дара иргәаԥхоит, ирыдыркылоит. Насгьы убарҭ мастер-классқәа рышьҭахьгьы аимадара ҳабжьоуп. Ҳара излаҳалшо ала Аԥсны инхо ахәыҷқәагьы даргьы иаҳҭахуп убри аибабара, аимадара рмырӡырц, насгьы арахь ихынҳәны ара ҳаибабаларц. Иара амастер-классқәа ртәы уҳәозар, дара иаҳа ирмарианы, дара ирзыманшәаланы имҩаԥаҳкуеит, еиҳарак ахәмарратә елементқәа алаҳцоит. Хымԥада ас еиԥш иҟоу апроектқәа акрызҵазкуа акакәны иахәаԥшуеит уи аиҿкааҩцәа. Дара ишырҳәо ала, ахәыҷқәа абызшәа иазхьаԥшыртә иаҳзыҟаҵар, уи ус дууп ҳәа иазааҭгылоит. Дара ирзыманшәаланы, ирмарианы ҳцарц ҳҭахуп, насгьы иаҳбоит ари алҵшәаша иуа, даргьы иргәаԥхоит. Ҳгәы иаанагоит уи апрограмма аԥхьагьы
Иацлахап. Алҵшәаша иоуҳәеит, иара абри иахьатәи имҩаԥыжәго, абра сааҭк ҩ-сааҭк иалагӡаны лҵшәасшәа ззыԥшыуи, шықәсыла иаҳзымҵо бызшәа, иахьа абри амастер-класс ала иҟашәҵарц ишәҭаху. Нас еилкаап уи мышкала сааҭқәак рыла ҳара иҳалшаӡом абызшәа иагьыцәгьоуп иара дара рзыҳәан. Аха убри агәыбылра ҳаркырц ҳҭахуп хәыҷы-хәыҷла абас шьаҿа-шьаҿала, нас дара иаҳа агәаҳәара роуны, иаҳа ирҭахны, убри иадҵааларц, иалагарц аҵара, убри ҳазыԥшуп ҳара. Иахьатәи апроект апрограмма иарбан ҩ-хәҭак. Уи аҟаза икласс инаҷыданы алагер алахәылацәа ирыдгалахоит аҳәынҭқарратә университет ахыбраҿы имҩаԥыргараны иҟоу алекциақәа. Аҩбатәи аҟәша уи Аԥсны аҳәынҭқарратә университет аҟны имҩаԥысот, аконференц-зал аҟны, уагьы имҩаԥгахот, нас иара апроект иахьӡуп адырра, ҩ-лекциа аҟны имҩаԥысот, раԥхьатәи алекциа аҟны Елисо Сангәылиаԥҳа, нас иара убас Асида Гәынԥҳа имҩаԥыргараны иҟоуп аԥсуа чарақәеи, аԥсуа кәашарақәеи, аԥсуа фольклор ҳәа ахьӡ змоу алекциақәа. Ахәыҷқәа уи аназыӡырҩлак аамышьҭахь еиуеиԥшым азҵаарақәа хымԥада ирызцәырҵот, урҭ азҵаарақәа рҭакқәагьы нроулак аамышьҭахь уи аусмҩаԥгатә инагӡахот ишәгәалашәозар Аԥсадгьыл ахьахынҳәыз аҳәынҭқарратә еилакы имҩаԥнагаз апроект Аԥсны аҭоурых ҳәа. Аԥсны аҭоурых аӡбахә зҳәо иааркьаҿны авидеороликқәа иҭыхын, убарҭ авидеонҵамҭақәа идҳарбарц ҳҭахуп аекран ду аҟны аҳәынҭқарратә университет абри аконференц-зал аҟны. Фаина Матуаԥҳа, Торник Амичба, Абаза каналазы. Старт приемной кампании дан в Абхазском государственном университете. С 16 июля здесь начались вступительные испытания, и коридоры главного корпуса снова наполнились взволнованными абитуриентами. Подробнее в материале Алисы Адлиба. В Абхазском государственном университете сегодня настоящий ажиотаж. Пока абитуриенты сдают экзамены, приемная комиссия подводит первые итоги кампании. В 2026 году вуз объявляет прием абитуриентов на обучение на первый курс по 38 направлениям подготовки к специальности на 42 образовательных программах, рассказывает Инга Ардзенба, ответственный секретарь приемной комиссии. В этом году мы объявляем 2 новых образовательных проекта. Магистерская программа «Экономика и финансы», туристско-рекреационной системы на экономическом факультете и магистерская программа землеустройства и кадастра на факультете географии и туризма. Цифры впечатляют. На сегодняшний день общее количество поданных заявлений достигло 962. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Причем география широкая – 460 заявлений от выпускников сельских школ и 502 от городских. Конкуренция растет, и это радует. Приемная комиссия акцентирует свое внимание на выпускниках сельских школ. Средний балл аттестата выпускника сельской школы составил по итогу приема 4,7%. Между тем, как средний балл аттестата выпускника городской школы 4,6%, практически одинаковый. Наибольшее количество документов, заявок подано на экономический факультет. 414 заявлений. 102 заявления подано на факультет истории и международных отношений. 85 на юридический факультет. В разгар экзаменационной суеты мы застали Викторию Бранзе. Девушка поступает на направление медицинская биохимия, одно из самых сложных в университете. До начала испытаний Виктория заметно волновалась. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Мы готовились 10 месяцев, но мы очень много прошли, очень большая программа по биологии на самом деле. Но мы успели за 10 месяцев, как видите, у всех пока
хорошие оценки идут. Я очень переживаю. У меня еще химия. Вот к химии мы тоже тщательно готовимся. И абхазский. К химии и к абхазскому я готова всегда. В химии, я думаю, чуть-чуть сложные будут реакции, там задачи, но я думаю, мы напишем. Президентом страны, учредителем университета на этот год утверждено 397 бюджетных мест. Из них 363 места на программы бакалавриата и специалитета и 34 места на магистратуру. При этом 79 мест уже заняты. Их распределили среди победителей и призеров Олимпиады школьников «Путь к вершинам». Оставшийся объем контрольных цифр приема, 284 бюджетных места, будут распределены по итогам вступительных испытаний. Алиса Адлиба, Сасрахуа Гухава, Абаза ТВ. В селе Губ Очимчирского района стартовали съемки нового полнометражного художественного фильма под названием «Абхазское вино». Картина создается при финансовой поддержке Министерства культуры России, а режиссером-постановщиком выступает абхазский режиссер Инар Нармания. В основе сюжета экранизация романа Олега Этлухова, рассказывающего историю путешествия двух героев, в которой личные переживания переплетаются с историей и культурой республики. Съемочный период продлится с 17 июля по 15 августа и охватит различные районы Абхазии. Команда проекта интернациональная, на площадке задействованы как приглашенные российские специалисты, так и местные актеры и технический персонал. Эта идея возникла 2 года тому назад, идея экранизации, и сам автор обратился к нам, так как он считал, что эту историю должен снимать абхазский режиссер. И, собственно, Инар и есть абхазский режиссер. Это его полнометражный дебют, он, то есть дебютант. И вот мы 2 года работаем над этим проектом. В прошлом году получили финансирование, финансовую поддержку от Министерства культуры Российской Федерации. Потом был подготовительный период у нас около полугода. И сегодня вот первый съемочный день. Актерский состав у нас только 2 актера из России, а все остальные актеры это местные актеры из абхазского театра, русского. И просто интересные ребята. Репортаж со съемок фильма «Абхазское вино» смотрите в нашем эфире в понедельник, 20 июля. Кармен в Сухуме. Буря оваций и атмосфера Испании на сцене Русдрама. 16 июля в Русском драматическом театре имени Искандера состоялось по-настоящему историческое событие. В рамках 8-й Гранд-опера «Гала» зрители увидели оперу «Кармен». В постановке главного режиссера Севастопольского государственного театра оперы и балета Лейсан Сафургуловой. Зал Русдрама буквально дышал в унисон с артистами. С первых аккордов зрители перенеслись в знойную, полную страстей Севилью. Яркие, детально проработанные наряды, экспрессивная манера исполнения и невероятное напряжение на сцене держали зал в постоянном внимании. Публика не сдерживала эмоций, оглушительные аплодисменты звучали после каждого вокального номера. Музыкальный шедевр Жоржа Бизе оживили солисты Ростовского академического симфонического оркестра и Абхазская государственная капелла под руководством Надара Чанба. Закрытие фестиваля состоится 20 июля в Пицунде. В то же время в театре Искандера приступили к репетициям спектакля «Портрет Дориана Грея» по знаменитому роману Оскара Уайлда. Режиссер-постановщик нового спектакля Дмитрий Акимов. Премьера постановки состоится 18 декабря. Дмитрий Акимов – талантливый режиссер, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Республики Беларусь. Известен своим умением переводить классические тексты на смелый, визуально насыщенный язык современного театра при сохранении глубокого психологизма характеров и ключевых смыслов произведения. Как сообщает телеграм-канал Русдрама, труппа театра проходит предварительные тренинги с режиссером. В ближайшее время будет опубликован большой актерский состав будущего спектакля. Как провести детям лето с пользой? Этот вопрос беспокоит каждого родителя. На территории паломнического комплекса благотворительного фонда «Междуречье» прошел православный семейный лагерь «Каникулы для души». В смене участвовали 45 человек из разных регионов России и Абхазии, объединившихся ради отдыха, общения и духовного укрепления. Святитель Тихон Задонский упоминал: «Дети, что малое деревце. Куда наклонено будет, туда и вырастет». Поэтому духовно-нравственное воспитание нового поколения – главная задача родителей и педагогов.
Ревность о славе Божией и спроси, и нам, учениче, спасов, да купно с тобою сподобимся пейте Христу. Аллилуйя. Программа православного семейного лагеря сочетает паломническую, образовательную, творческую и активную части. Участников ждали путешествия, походы, игры на свежем воздухе, творческие занятия, а также богослужения в храмах Абхазии, молитвы и беседы о православной традиции. Они посетили храм святого Георгия Победоносца в селе Илыр, собор Успения Пресвятой Богородицы и пещеру Абрскила в селе Мук, храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Дранда, Каманский мужской монастырь и храм Иоанна Златоуста, пещеру святого Симона Канонита и парк Новоафонского монастыря, Ацинское и Кадорское ущелье и водопады. Я лагерь знаю давно, наблюдала за ним давно, и когда я увидела, что они собираются в Абхазию, я сразу дала свое согласие, потому что Абхазию я люблю. Знаю Абхазию давно, Абхазию люблю. Знаю Юлю по телеграмму, по соцсетям, по батюшке Или. Мне важно своему ребенку дать именно православное воспитание. Нам все очень понравилось. Природа, атмосфера, лошади. Лагерь в душе обеспечил все, и еду, и отец Дамаскин отдельное спасибо. Всем советую, потому что у нас были разговоры с батюшками каждый вечер. У нас свой храм, у нас были свои службы, у нас утренние, вечерние правила, у нас перед тем, как мы садились за стол, мы молились. У меня после того, как лагерь уехал, перед тем, как садиться за стол, мой ребенок вставал и говорил: встаем, молимся. То есть как я могу сказать, что здесь мне не нравится? Мне нравится все. Абсолютно все. Так что спасибо, низкий поклон всем, кто принял в этом участие. И я всем советую однозначно ехать сюда. Безопасность, здоровье и благополучие детей являются безусловным приоритетом организаторов лагеря. На протяжении всей смены осуществляется постоянный контроль за соблюдением требований безопасности, санитарных норм, режима дня, питания и отдыха участников программы. Проживание организовано в благоустроенных домиках паломнического комплекса фонда «Междуречье», предназначенных для комфортного и безопасного размещения детей. Благодарим чудесную страну души Абхазию за то, что она приняла нас, нашу чудесную Юлию. Благодарим Бога за то, что мы обнаружили это чудное место и провели наш семейный проект «Каникулы для души» именно здесь. Все остались очень довольны. Здесь столько святынь, здесь такая удивительная и красивая природа, чистейшее море. Мы очень рады и счастливы. Были батюшки, много экскурсий. А из экскурсий что больше всего тебе понравилось? Из экскурсий мне больше понравился, когда мы ходили, наверное, в грот или пещеру. Пещера. Симона Канонита? Или просто пещера? И в пещеру, и к Симону Канониту. Супер. Приедешь еще в Абхазию? Конечно. При поддержке Координационного союза организации русских соотечественников Абхазии лагерь планируется сделать традиционным в стране души. В завершение о погоде. В выходные дни 18 и 19 июля в Абхазии ожидается переменная облачность. В воскресенье местами возможны осадки локального характера, гроза. Сохранится удушливо жаркая погода, высокий индекс ультрафиолета, атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 16 до 21, днем от 26 до 31 градуса. Температура морской воды 26 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ. Удачных выходных!